Мы нашли пример, как нужно бороться с продажной властью в Таджикистане. А если серьезно, то досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Китае за взятку и двоеженство казнили ведущего банкира страны. И никакие деньги ему не помогли. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами Лай Сяомина. Экс-банкира казнили утром 29 января в Тяньцзине. Каким образом был казнен подсудимый, не уточняется. Известно, что лишь перед смертью ему разрешили встретиться с близкими родственниками. Только злостные коррупционеры и страшные преступники отправляются на смертную казнь. Об этом заявил представитель Верховного народного суда Китая. Ранее Верховный Народный суд Китая приговорил Лай Сяомина к смерти, признав виновным в получении взяток на сумму почти в 2 миллиарда юаней, а точнее 277 миллионов долларов, коррупции и двоеженстве. Отмечу, что сразу 46 статей в Китае предусматривают высшую меру наказания. В большинстве случаев это касается торговли наркотиками и коррупции. Как вы относитесь к таким методам борьбы с коррупцией? Поддерживаете ли вы их? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Громкое дело о растрате и мошенничестве высокооплачиваемого банкира потрясло всю страну. В местных СМИ сообщается, что Ляй Сяоминя были сейфы и шкафы, полные наличных денег. В его квартире в Пекине, которую он прозвал супермаркет. По данным китайской медиагруппы, у него также были найдены золотые слитки и роскошные автомобили, банковский счет на имя его матери, содержащий сотни миллионов юаней, и недвижимость, которую он подарил многочисленным своим любовницам. Осенью 2018 года Ляй Сяомин был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства. Банкира обвинили в участии в различных политических авантюрах, способствовании продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовании проведению инспекций и проверок. Ляй Сяомин родился в 1962 году, начал профессиональную карьеру в 1983 в структуре Народного банка Китая и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В этом же году перешел на службу в Государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял должность председателя правления. Мы не призываем к смертной казни или какого-то насилию, конечно же нет. Сейчас в мире продвигается гуманизм. Мы просто хотим узнать ваше мнение, как вы относитесь к такому наказанию людей, которые, по сути, разворовали страну. Ведь эти деньги по-любому заработаны нечестным путем и могли пойти обычному народу на развитие страны и, возможно, даже в помощь в борьбе с коронавирусом, ведь в это непростое время он смог обогатиться. Даже с такой системой наказания Китай в рейтинге коррупции находится на 78-м месте, а не на 149-м, как в Таджикистане. Но мы не говорим, что это правильно так наказывать людей. А вы как считаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Хотим отметить, что этот пример мы просто привели для обсуждения без каких-либо намеков и призывов. К примеру, на смерть отправляют тех, кто получил взятку на сумму более 3 миллионов юаней. Это около 400 тысяч долларов. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!